Гудауте живет семья Мушня Саманба. Все члены этой семьи – ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. И не просто ветераны. Мушни – кавалер ордена Леона, у супруги Юльды Чхапелия медаль за отвагу, аналогичная награда у старшей сестры Аиды. Когда началась война, Мушни и Юльда не были знакомы. Так получилось, что они прошли всю войну каждый своей дорогой. Пути их пересеклись уже в мирное время, когда каждый из них вел активную общественную работу. Эта работа их и свела. Аида же познакомилась со своим будущим супругом Рамизом Моторба на войне, но поженились они 12 лет спустя. Для них война – это больше, чем определенный отрезок жизненного пути. В тот год все трое находились в разных направлениях Кумистинского фронта. Они были там, где был народ, где их братья защищали свой очаг и семью. Несмотря на то, что прошло 20 лет, и война оставила им в буквальном смысле незаживающие раны, ни один из них не сожалеет о пройденном пути. И каждый вновь проделал бы этот же путь без сожаления. Для того, кто в сложное время хочет облегчить свою жизнь, всегда найдутся отходные пути и оправдания. Но наши герои сполна разделили со своим народом все тяготы и беды войны за свободу. У меня сосед напротив моего дома живет, Кузя Ачба, тоже воевавший, всю войну прошедший, тоже раненый, все такое. Он мне как-то говорит, что у них знакомый один с воинской части есть, который им обещал оружие. Это еще до начала войны было, но они там как бы свои дела и так далее. Я говорю, давай поедем, найдем его, мол, может, сейчас что возьмем. Приехали туда, а это вот в новом районе, там девятиэтажка. В это время вот в машине, который вот складировал то, что они спускали, и два автомата стояло от заднего колеса, и изнутри как бы вот это вот колесо вот так вот лежало. Молодой парень наш, тоже абхазец, увидел, тот складирует, а это как бы без наблюдения лежат. Он заскочил, схватил эти автоматы, выскакивает с машины, убегать, но этот успел прыгнуть и вырвать у него эти автоматы. Вот такой казус там произошел, эти, которые вот 4-5 человек, которые вот... Все это происходит перед ними. Они, значит, сразу окружили и, мол, вы что делаете? Мы ведь с вами, говорит, вы почему на нас нападаете? Мы говорим, мы на вас не нападаем, слушайте, ну дайте нам оружие. Как мы вам дадим, что нам скажут? Мы им придумываем такую сказку, что мы вас сейчас берем, вы там приходите и говорите, что на вас напали, большая толпа людей, и что отобрали автоматы, и они не стали стрелять в людей, а вот так. Они согласились, мы забрали у них эти автоматы. Почему говорю, вот так вот, в общем, началась война. Приятно, Цараида Усурадакан, и в час дня телевизор бас и бешрияла гитха. Абсолютно хобшрампи и хархуснес. Нас бехила хатит хазм беги ихти يقلص سيلم قاو вокзалах халына يقلي كح وبشم وبس شناك شمتان هايجك هيقولن تشيل حر حلقة حيزادون бабацы собацы حدولцо как обычно госпиталь администрация юхуяну и лахкаута и бишрцох هايجي حشنيوس в одном с военкомата шахтит военкомата чахнин узкий колон хочу хна хаш чахо оппозиция шахтар геха
ус иаҳа еиӷьуп ҳаҳкәа иаанагеит авоенкоматаҿы ҳнеины амҩа ҳақәырҵап ҳа. Авоенкоматаҿы ҳнеины ашәҟәы ҳҽанаҳҵит ҳаҩџьагьы. Бара бымцан баангылшьит, са сеиҳабуп, са сцап сан, мамоу лҳәеит, ба быхцо саргьы сцот лҳәеит. Ҳҿыҩа ҳхын Афон агоспиталь аҿы ҳҩаргеит. Ну, организованно, как это... Агоспиталь аҿы ҳанҩеи, иҟаз ианыз хәцәа шҿарҳәо, агәыр шыҟарҵо, ҽнак хәлаанӡа иаҳдырҵон. И батальон цон Цугуровка, армянский батальон имени Бакрамяна, командиром был Касян Вакаршак. И ҳицны аӡӷабцәа сымацара сакәӡам, даҽа хҩык аӡӷабцәа сара ҳҩарган, ну, как бы первый бой начался. Вот первый день, вот за всю войну, когда я испугалась очень сильно, где враг, где свой, где враг, неизвестно было. Можно было и не уезжая, и не пойти на войну. Вариантов много было, конечно. Это все возможно было, но как можно было усидеть, когда тем более телевидение, когда эти кадры стали показывать, когда та армада, которая заходила, начали все это. Ну, как можно было усидеть дома? Ну, сидел бы я дома, пришли бы домой, и дома прибили бы и пошли бы дальше. Ну, естественно, надо было свой очаг защищать. Мы, в общем, собрались, все, кто имел оружие. Там нас не так много было, человек, может, 10. И поехали в Гагры. И вот так вот я начал с Гагры. Я когда туда приехал, нас на ночь оставили в Бзыпе в школе. А на утро подняли, и кто нас повел, говорит, идемте, говорит, куда посадить вас, я поведу. И говорит так, по ходу, а гранатомет, мол, никто из вас не знает. Я говорю, я гранатометчик. А я в советское время в армии служил гранатометчиком. Он говорит, говорит, как раз, говорит, у нас, говорит, гранатомет есть, а держать некому. Тогда начало было там, и я говорю, давайте, говорю, я. Он меня из моей группы вывел, и говорит, ты со мной, говорит, поехал. И посадил вот по трассе, прямо вот где Красный Крест называется. Вот сейчас вот БМП, как на вышке стоит. Вот первый выстрел я вот поэтому этой штуки сделал. Там вот ихний танк стоял, и как амбразура сделана, мешками обложена, вот это место было. Первый я его обстрелял. Госпиталь Джаханны, Аркуни Хитви Джейвш Чахсишт Цумихита. Нас яхти бабанкл хасаркит санлахша Джимфира Джабшбаги банкл хасаркит ахама мосхит саргис царопсит. Сара каман эйвака пункта чанас убрах сарштит и арт батальон коги в общем бус ира пампа нехти это горам шо кинес разом таки ахча храдер колос нас убрасан на верхней шире и оттуда на Цукуровку. И там очень много раненых было, погибшие тоже были. А когда раненых поднимали, мы вот так передохнуть сели в круг, да. Вот среди нас снаряд упал, и все, которые там были, контузило и одного ранило, нашего водителя скорой. Я не помню его фамилию, мы его называли Пазаной.
И мы все в шоке были. Во-первых, все контуженные. Некого было за руль сесть и поехать раненых вывести оттуда. И такой доброволец попался среди бойцов, который сел за руль, и раненого вывезла я. Но я приехала в Ишеру. Я не сказала, что меня контузило, но я обратно уехала туда к себе. И через некоторое время боли дали о себе знать. В Гаграх я был ранен на подступах входа в город. Меня ранили в руку. Это уже разорвали, когда с меня сдирали. Вот, наверное, вот отсюда вошло, где-то здесь выход, тут порвано. Потом вот тут зацепило. Вот это 20 лет лежат. Да, вот это вот все, что реально, Астра, конечно. Вот здесь, вот это вот это. Исламский гелен. Вот это. Вот это. И все, больше нигде меня не зацепило. Вот вход в руку, вот так вот разодрало. Не, я не лег в больницу. Он меня просто лангету положил, перевязал, так, фиксатор такой сделал. И все, я домой ушел. Сколько я там дома? Ну, сколько это могло затягиваться? За это время дня через 2 Гагры взяли, освободили Гагры. Потом было как бы затишье, вот это вот такое. А потом, когда наступление на Сухум пошло, я опять включился в это. Кахарахамыцымыз добра ханцаз инаркны ихти нысахшаяюз агургына хаан. Командовал Гена Смар, 2-й танковый батальон, через Нижнюю Шеру, через Учхоз и в Сухуми. В Сухуми взяли 27-го. Я Юльду искала, она меня искала, мы друг друга не нашли, в общем, хотя мы были там 2 шага. И вот так до Ингури. Был такой случай тоже, когда на Сухум шли. Вот мы, объездная дорога ведь есть, вот там Сванская башня называют. Вот мы оттуда вот заходили утром рано, и там вот так вот как бы каменоломня. Вот мы вот это вот место переходили, и нас там начали обстреливать. И там вокруг вот такая как бы открытая гора, вот каменистая, да. Один выстрел пули, как взрыв гранаты получался. Вот эти вот осколки от камней, они действовали как осколки. И такое вот место нехорошее было. Вот там вот мы сейчас на входе, вон там маленький бюстик стоит Гунба Османа. Вот его там убило. За ним шел Астамур Бутба, ему ноги побило, ранило. А я еще впереди шел. Меня просто отбросило. Там у меня ничего не попало, но волна как бы отшвырнула меня. Оттуда
Я переполз, я даже не знал, что с ними так все случилось. Когда этот взрыв произошел, меня отбросило, я за валуны залез, отполз и прошел туда, куда все стекались. И мы попали в трубу. Трубу, вот эту дорогу, что делали, через нее вот так труба проходила. Вот эта Цагуровка, с этой стороны Цагуровки. Мы знаем Цагуровку как бы со стороны трассы, да, дороги, а то вот с другой стороны получается. И труба, она диаметром вот как вот эта вот штука. Вот если взять такой диаметр, то есть полный рост встаешь, еще вот, в общем, поднимешь руку и не достанешь даже. Вот такой диаметр трубы. И туда попадает точно так же Идбар. Человек 30 нас туда попало. И теперь они обстреливают и с этой стороны, то есть выйти как бы не дают. Но мы там, не знаю, какое-то время перетерпели, там, не знаю, полчаса или сколько, потом говорим, ну, товарищ полковник, ты человек военный, давай разрабатывай, как нам отсюда выбираться, что делать. Он говорит, что делать, говорит, я вам скажу, давайте, говорит. Надо нам, говорит, человека 4, говорит, 5 добровольцев, которые, допустим, вот с этой стороны трубы, вот с стороны горы, которые вот выскочат и беспорядочно, не имеет значения, куда стрелять, но лишь бы делать вид, что обстреливают и так далее, вот как бы отвлекать на себя. И когда эти кинутся уже там с нами, ответ на это давать, в это время мы уже отсюда будем выскакивать и включаться в бой. Ну, говорит, первый, говорит, гранатометчик нужен. А гранатометчик я один. Я говорю, я здесь. Ну, там еще 4 человека дали. 4-5 человек. Вот среди тех, кого дали, был один мальчик лет 18. Он даже и сегодня жив, он в Сухумах живет. Джерсалия Амиран, Закана сын. Пацан, сопляк. Вот мы выскочили, когда начали, как договаривали, значит, обстреливать, то все, туда-сюда. Ну, там такой бруствер, там ремонтные работы ведь шли, и такой это, как бы, холм такой был, мы за него спрятались, то все. Вот эта дорога, и с этой стороны дороги сетка вот так натянута вдоль дороги. Сюда вниз уже дома, а тут вот дорога, и тут гора. И он ко мне подскакивает и говорит, можно, говорит, я, говорит, быстренько, говорит, эту сетку перепрыгну, говорит, как бы войду туда, постреляю их, говорит, и вернусь. Я говорю, ты что, говорю, мальчик мой, лежи, говорю, здесь, говорю, как это ты перепрыгнешь, что это они, там, это, камешки в тебя кидать будут, что ли? Как перепрыгнешь, говорю, ты что? Он видит, этот номер не проходит, он говорит, а можно, говорит, я тогда с вашего гранатомета, говорит, стрельну, постреляю. Я говорю, ну это можно, пожалуйста, говорю, если хочешь. Ну вот он у меня его взял, я ему говорю, он пройди вот так туда, говорю, я оттуда, говорю. Вот он 1 или 2 выстрела, сейчас уже не помню, сделал, а потом прибегает и говорит, а там кладбище. На кладбище такой, как бы белоэтажный домик такой. И он говорит, вон там, говорит, я видел, говорит, движения какие-то. Я говорю, дай сюда гранатомет. Я у него взял и в этот белоэтажный домик выстрелил, пробил, там крыша загорелась, все такое. Правда, они его затушили. И они как бы сдерживали вот нас всех.
Этот день до поздна, до темна мы не смогли больше двигаться. Было, наверное, 23-го, вот так, на сухом шле. И потом наши там с гор, с первой бригады, вот внизу кто сидел, оттуда вот зашли, армянский батальон, вот они зашли, и они оттуда с оптического этого постреляли, одного убили, одного ранили, они там соскочили, убежали, и вот мы, короче, тогда движение у нас пошло. Центр Дранды, ну, где-то, может, километра 2 вот, по трассе. Он там вот меня ранило 29-го, где-то в час или в 2 обед время. Тогда, когда уже по всем этим кричали, что все, икный цехейта, ацганом ходи там, как бы случайный, то вот я на случайных нарвался. Мы нарвались, и что-то совершает. Борцец Чипа Дурышинский. Мне его челюсть оторвало. А когда я в себя пришел, он убитый лежал. И я весь рожок, что у меня в автомате был, я ведь гранатометчиком был. Я гранатомет свой оставил, потому что боев уже нету аналога. Я гранатомет свой оставил в медсанбатовской машине нашей, которая нас сопровождала. И взял чей-то автомат, и просто с автоматом, как бы, ну, чтобы не безоружным быть. И когда этого убитого увидел, я весь свой освободил рожок. Все там в округе перестрелял, что делать не знал, весь в крови, весь как бы усеянный, непонятный. Ну, в машину сел, развернулся и начал, как приехали, выехал. А наш танк стоит, это на трассе уже, наш танк, наши ребята, вот так, ялопы, зехенджера, все такое. И они решили, что я пробираюсь вражески. И как начали по мне стрелять. Я вот так дорогу переехал, и уже на ту сторону вот так, или аж за Стахаров, или Сангыларов, пока Старов. Ну, я резко остановился, выскочил с машины, а все разбито, я рассотул. Потом меня узнал Бигвава, вот этот Бекас меня узнал, мы вместе были. Вот это, говорит, мушка, говорит. Вокзала Хашка, кладбищека Ансюбра, полдня нышынтра курчы бас аджы юку бас сукуен. Ухоч тухар аломыз да ехте убыс амтах тагылыныз. Убри ханавс нышынтра курчы. Абас үйні ганачы двухэтажный үйні ишкылыз. Аганачы тина багава гит хатсын убра. И ус рхита ачкунча абриуна хавсна хучек аштахила цапар хитара и шартуб дарочкелар хит. Нас убри, ну, не успели отойти от этого дома. И как в этот дом снаряд попал, и в общем, взорвалось этот дом, ну, рядом с нами. И меня там контузило, когда в себя пришла, и потом
а я и продолжила дальше. И Крым Захнит. Потом наш батальон двинулся дальше. Встреча была с Ачимчерским фронтом на реке Кодор и до границы Гали. В Гали мы еще 2 месяца. Наш батальон находился, дежурил. И мы приехали обратно домой. Вот с ней непосредственно не встречался, я ее знать не знал. Потом, когда после войны ассоциацию инвалидов организовали, я возглавлял ее здесь, в Гудаутах. А она была в Союз защитников. И вот там вот мы как бы увидели. Но она начала меня кадрить, там, всячески снимать. Удалось ей. Я даже не знала его. Нас Айбиш Рамиштах, Союз защитников, Ирабаб, Геуси Цахон, Ира инвалид Шарихаба, Хабрад Нанакан нас. И убыс Хайбадырт. Что главное, вот они сидят. Куда главнее. Единственная послевоенная радость — это мои дети. У меня еще дочурка есть. Правда, не от нее уже. Там другая история. Не будем так глубоко входить. Я контузии соз, и хауш ранцах штрасачоп. Абснантец цена. Урстала хчахштот. Хунткар хацхраут. Инвалид шархайлок афонд. Исм шики хацхраут. Знаком юмтом. А фонд инвалидов, в общем. Я не говорю, что мы такие героические поступки совершили. Мы находились там, где должно было быть. По-другому никак. Было тяжело в начало войны, когда мы не имели ничего, и когда телевидение вовсю показывали эти кадры, эти вертолеты, эти танки, и все это вооружение, и вот эта колонна танков, которая въехала, а чем обороняться не знали, вот тогда было, я бы не сказал бы, как бы упадническое настроение. Вот я лично как думал? Я думал, скорее всего, мы пойдем все в горы. И оттуда будем как бы партизанить. А потом, когда начали нас поддерживать, все такое, когда Северный Кавказ хлынул, когда оттуда начали со всех сторон приходить, еще оружие начало появляться, начали нас вооружать, потом эти пошли, как его, Катюши эти, или как они называются? Понятно. Что вы сейчас чувствуете по прошествии 20 лет? 20-летие все-таки. Ну, разумеется, Этот праздник? одно понимание того, что наш народ веками хотел быть самостоятельным и как бы вот независимым и так далее. И то, что я какую-то лепту внес вот в это дело, меня вдохновляет, естественно. Я не сделал что-то сверх такого, я не сделал ничего такого. Но я стоял там, где все стояли. И я думаю, сейчас еще мы, если это понимаем так, а пройдет
не один десяток лет, когда уже все, которые участвовали, когда нас не будет, когда будет другая жизнь, я уверен, что Абхазия будет процветать. Вот тогда буду вспоминать и говорить, как они все это сделали, что вот мы сейчас как государство живем и процветаем. Сейчас пока тяжело. Как мы верили в свою победу, так я верю, что и это наступит. Мы записывали интервью семьи Саманба в парке, потому что скромность не позволяет им просить у государства жилплощадь. Было бы неудобно проводить съемки в тесной комнатушке. 2 инвалида первой группы и 2 их детей проживают в однокомнатной квартире. Муж не все послевоенные годы провел в Санкт-Петербурге, в лечебной клинике, и сейчас он испытывает непрекращающиеся боли. Юльда буквально несколько дней как вернулась из России, где прошла сложный курс химиотерапии. Это последствия полученных контузий и ран. Сегодня большая радость для них 2 сына, Мурат и Кемал. Один поразительно похожий на отца, а другой на мать. Это наше счастье и продолжение, говорят ветераны. И еще они говорят, что пожертвовали своим здоровьем и рисковали жизнью на фронте для того, чтобы у всех была возможность расти детей и строить планы на будущее. Ведь если не подвиг семьи Саманба и подвиги сотни других истинно ветеранских семей, не было бы и победы. И настоящую ей цену знают именно они, а через них их дети и будущее поколение. Так и сохранится преемственность, и страна и впредь и всегда обязательно будет отмечать юбилейные даты своего главного праздника – праздника Победы.